Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и у нас в гостях начальник управления экономической безопасности по Якутии Владимир Михайлович Арбузов. Владимир Михайлович Арбузов, начальник управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Якутии. Родился и вырос в Якутске. В 1992 году закончил школу номер 10. Получил образование в Хабаровской высшей школе милиции. Работал в межрайонном отделе по борьбе с экономическими преступлениями. В марте 2016 назначен начальником УБЭП МВД по Якутии. Чего не стоит делать, чтобы стать участником экономического преступления? На самом деле, экономические преступления – это очень широкое понятие, потому что если мы берем Уголовный кодекс, начиная от кражи и заканчивая злоупотреблениями должностными полномочиями, служебными полномочиями, все относится к компетенции экономических преступлений. Есть очень хорошая поговорка «береги честь молоду». О чем она говорит? В моей практике были случаи, когда молодых студентов, либо молодых людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, просят одолжить паспорт на какое-то время, зарегистрировать предприятие, а через какое-то время этих людей начинают разыскивать либо судебные приставы, либо сотрудники экономической безопасности, потому что оказывается, что на их документы были зарегистрированы различные предприятия, взяты какие-то кредиты, выведены какие-то активы и так далее и тому подобное. И это обычно никогда не доставляет каких-то положительных эмоций в жизнь, а люди уже давным-давно забыли про такие моменты. Кроме этого, не так давно мы с вами встречались в рамках пресс-конференции по незаконной игорной деятельности. Здесь стоит отметить, что к уголовной ответственности привлекаются не только организаторы за незаконную игорную деятельность, но также те простые исполнители, которые работают в игровых клубах простыми администраторами. Их деятельность подпадает под часть 1 статьи 171 прим. 2 проведение незаконной игорной деятельности. И также то же самое они несут солидарную уголовную ответственность. Другим аспектом и тоже проблема, наверное, современной действительности является это наемные рабочие. Существует у нас два понятия. Это акционеры, которые фактически являются хозяевами предприятия, и наемные рабочие в виде директоров. Назначая директора, директор поработал год, вроде бы прибыль, потом 2, прибыль начинает снижаться, 3, 4. И в какой-то период человек считает, что это предприятие уже его личное, собственное, начинает крутить различные схемы, постепенно вводит в заблуждение акционеров. Ну и все это заканчивается какой-то глобальной масштабной проверкой и в конечном итоге уголовным делом привлечения человека к уголовной ответственности. Тем не менее, наиболее актуальны и всегда у СМИ, наверное, на устах, это мошенничество и пирамиды. Вот в этом плане в чем, наверное, основная опасность такого рода преступлений? Основная опасность, что такое финансовая пирамида? Это группа людей, несколько человек объединились для того, чтобы обогатить в первую очередь самих себя. Потом они начинают привлекать граждан и говорить: так, сегодня ты вступаешь, вносишь определенный вклад, потом приведи еще пару человек, те пару человек должны уже привести четверо 16 и так далее и тому подобное. Выигрывает всегда там, кто на вершине пирамиды, кто ее организовал. Обычно внизу никто не выигрывает, все только в проигрыше, потому что в конечном итоге люди начинают понимать о том, что данное предприятие ничего не производит, никаких у них активов нет, а все держится только на постоянной подпитке новых членов или участников данного общества. А проблема в чем? В том, что любой человек в первую очередь кого приглашает? Приглашает своих родственников, друзей. Потом не все такие предприимчивые, не могут найти дополнительных людей. Начинаются какие-то проблемы, распадаются семьи, распадаются семейные узы, друг с другом, брат с братом. В общем, проблема она такая существует. И бесплатный сыр, он есть только в мышеловке. Одна из аспектов вашей деятельности – это противодействие коррупции. Вспомните, пожалуйста, наиболее яркие примеры, когда у нас коррупционеры были наказаны, когда справедливость восторжествовала. Сейчас такой у нас фон по поводу
коррупции? Вы знаете, если мы выходим в экскурс, например, пятилетней давности, за последние 5 лет, это были возбуждения уголовных дел по 290, это по взяточничеству в отношении руководства ГУП ФАТ «Лена». Там человек получил практически 8 лет лишения свободы. Это в последующем уголовное дело в отношении одного из руководителей муниципального образования в депутатском районе. Тоже реальный срок заключения. В последнее время вы слышали про ряд уголовных дел, которые находятся в производстве. Это у нас и на слуху сейчас. Это и Нюрбинский район, и Верхневилюйский, Вилюйский районы, ну и другие, которые находятся в производстве следственных органов Следственного комитета. По ним немножко рано говорить, потому что человек у нас считается привлеченным к уголовной ответственности только по решению суда. Но я думаю, что точку в этих делах будет ставить все-таки суд. А когда в разработку дел против коррупции вмешиваются разного рода фонды, это я намекаю на Навального, вот на ваш взгляд, это хорошо или плохо? То есть обыкновенный человек тоже имеет ли право вот расследовать подобного плана дела, или это только мешает работе? Вы знаете, есть компетентные органы, которые по своему статусу предписано заниматься расследованием коррупционных преступлений, и в первую очередь, конечно, их выявлением. Это и полиция, это и Федеральная служба безопасности, это органы прокуратуры, Следственного комитета. Данный список, он исчерпывающий и определен федеральными законами. В то же время никто не запрещает выявлять данные преступления или хотя бы информировать нас о тех правонарушениях, которые происходят в нашем обществе. Потому что, как говорится, мы смотрим на мир двумя глазами, мир смотрит на нас множеством глаз. И мы всегда рады, если нам кто-то может подсказать, помочь в выявлении данных правонарушений, особенно коррупционных схем. И, пользуясь случаем, хотел бы попросить граждан, особенно законопослушных граждан, пожалуйста, если с вас требуют взятки, если с вас требуют какую-то мзду, обращайтесь в Управление экономической безопасности, приходите, все ваши сообщения будут рассмотрены. Отлично. А можно ли какие-то цифры, может, по вашей деятельности? Почему? Потому что, наверное, очень много денег крутится именно в экономической безопасности, именно в коррупционной составляющей. Вот какой доход, может, получило, если можно так сказать, до государства от действий нашего якутского отделения? Ну вот я вам хочу сказать так, да, на сегодняшний день расследуется несколько уголовных дел, совокупный, скажем так, ущерб государству, причиненный данными людьми, составляет около миллиарда рублей. Возмещение ущерба сейчас у нас около половины, только порядка 500 миллионов. А сколько людей работают в управлении? Ну, достаточное количество для республики. Прежний ваш начальник был довольно знаменит, наверное, можно так, в нехорошем смысле этого слова, да, среди средств массовой информации. Вот вы упомянули «Береги честь молоду». Вот что главное для сотрудника правоохранительных органов и кто надзирает за надзорными органами? Как эта система происходит, вот, чтобы человек не брал взяток, и тот, который контролирует взятничество, да, например, кто его контролирует? Вот такого. Вы знаете, 3 постулата уже давным-давно определены, еще во времена, наверное, образования, первое только советской тогда еще милиции, да, это холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Вот это основные позиции для любого сотрудника правоохранительных органов. А надзирает за нами достаточно много контролирующих органов. Ну, это в первую очередь, конечно, прокуратура, органы прокуратуры. В вторую очередь это Федеральная служба безопасности, в кою компетенцию входит надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Ну и, наверное, самым основным, наблюдающим за нами, это является наш народ. Это люди, они все видят, все замечают. Сейчас век информационных технологий. Существует у нас сайт Министерства внутренних дел как Российской Федерации, так и по Республике Саха-Якутия, куда любой гражданин, зарегистрируясь, может оставить свой отзыв о работе полиции. Ну и, наверное, кроме людей, сами контролируем тоже достаточно хорошо. У нас есть контрольные отделы в системе министерства, которые контролируют нашу деятельность внутреннюю.
Это и оперативно-розыскная часть собственной безопасности, это и комиссии по учетно-регистрационной дисциплине, и многие другие. Мгм. Вот вы упомянули про информационный век. Вот что можно сказать про работу в этой сфере? Вот именно многие говорят, что мошенничество, что экономические преступления, они уходят именно в сферу интернета, именно в сферу СМС, вот, новых информационных технологий. Вот жизнь не упрощается и одновременно усложняется вместе с ними переходом. И какая вот работа ведется в этом плане? Вы знаете, на самом деле, имеющие уши да услышат. Но иногда до некоторых очень тяжело достучаться людей, особенно, ну, говорят, да, мы слышали, но мы считали, что это к нам не относится. Я приведу вам очень интересный пример, простой пример. В одном из районных центров оперативник заходит в магазин, видит, как стоит мужчина, его знакомый, да, с пачкой денег и пытается деньги положить на какой-то счет телефона. Он его спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, вы знаешь, мне на телефон пришла смс-ка о том, что я избранный, мне удалось выиграть Мерседес. Он говорит, да ты что? Говорит, это же мошенники. Они мошенничеством путем так выманивают у людей деньги. А что ты сейчас делаешь? Он говорит, мне нужно заплатить страховку. 100 тысяч рублей. Он говорит, вчера приходила женщина, она выиграла BMW, ее по простонародью кинули. Он говорит, ну она же выиграла BMW, а я выиграл Мерседес. В конечном итоге он запихал эти деньги в этот автомат, и через 2 дня пришел с заявлением в полицию о том, что его обманули. Поэтому не нужно верить тем смс-кам, которые приходят. Не нужно верить никаким там каким-то опросам о том, что, особенно когда вас просят положить какую-то сумму, пусть это даже будет незначительно, 5-10 тысяч рублей. Я имею в виду, ну, в рамках того предмета, который вы выиграли. Ну и бывает еще до сих пор такие вещи, что мама, я попал в беду, заплати деньги. Возьмите паузу, буквально несколько минут, отдышитесь, позвоните своему родственнику, убедитесь о том, что это действительно так, прежде чем платить кому-то деньги. Спасибо, Владимир Михайлович. С вами была передача «Акцент». Я Николай Борисов. До свидания.